Так, ну, я начинаю тогда. Здравствуйте, друзья, рад вас тут видеть. Якутия. Даже сами якутяне ее очень слабо знают. Многие якутяне мне говорят, что в многих местах своей республики они узнают от меня. А я живу в Мытищах. Вот так получилось. А, Просто несколько цифр. 5 Франций легко поместится на территории Якутии. 8,5 Германии. А жителей меньше миллиона. Это по-настоящему первозданная земля, по большей части вообще не исследованная. Я думаю, что, да и не думаю, а так и есть, это практически последняя территория такого масштаба на планете Земля, которая именно вот это понятие первозданность еще действительно сохранилось. Итак, перед Новым годом у меня вышла книга в издательстве «Якутия. Неизвестная земля». Это плод моей 20-летней деятельности на территории Якутии. Не подумайте, что я только Якутией занимаюсь. Мой экспедиционный стаж 37 лет, и многие другие территории России я тоже также исследовал, но Якутия для меня это номер один. Я там провел около 20 или 30 экспедиций, я уже сам со счету сбился. Итак, я просто как бы так листая этот альбом, свой фотоальбом, буду вам рассказывать про Якутию. Вот эта фотография, почему она оказалась на обложке, я вам сейчас расскажу. Когда я спрашиваю, где это снято, в лучшем случае мне скажут, что это Ленские столбы. Нет, это не Ленские столбы, это река Ленек. И почему эта фотография именно оказалась здесь. Вот она. Но придется мне предысторию рассказать. Вообще в Якутию впервые я попал в 99 году, не прилетел туда на самолете, не приехал каким-то либо наземным транспортом, я приплыл туда на байдарке, как раз по реке Ленек. Но это целая история, это целый цикл экспедиций. Вот бы еще листалось тут хорошо. История началась не в Якутии, она началась вот на этой огромной территории между Леной и Енисеем, которая называется Среднесибирским плоскогорьем. Однажды я решил, что мне нужно как-то пересечь эту огромную территорию, где нет дорог, есть только реки и почти нет населенных пунктов. И я придумал несколько маршрутов. В 1997 году я приехал вот сюда, где видите красную точечку, в верховье реки Нижняя Тунгуска, сел в байдарку и за 2 месяца преодолел расстояние 2625 километров в одиночку. Таким образом я пересек вот эту нижнюю часть, южную этого Среднесибирского плоскогорья. Но мне не давала покоя остальная часть Среднесибирского плоскогорья, и я видел, что там есть река Ленек, с помощью которой, в принципе, можно пересечь эту часть, но мне было непонятно, как попасть в истоки этой реки. И я придумал второй маршрут, вот он зелененький. В 1999 году приехал в поселок Тура и по системе рек прошел очень длинный маршрут в истоке этой реки Оленек, истоки они начинаются уже севернее полярного круга, но еще не в Якутии. И затем, когда уже пошел по реке Оленек, вот где видите черная такая черточка, это и есть граница с Якутией. Вот там-то я впервые вошел в Якутию, но об этом мне сказала только карта. Это одна из самых ненаселенных территорий не только страны, но и всего мира. Экспедиция длилась 2 года. Здесь я установил свой личный рекорд, 40 дней подряд, не встречая человека на маршруте. И третья экспедиция, вот это синеньким, я оставшиеся 1500 километров прошел в 2000 году. Таким образом я и пересек это Среднесибирское плоскогорье, и вот во второй экспедиции впервые вошел на территорию Якутии. И вот видите, сверху красная точечка,
это как раз то место, где снята та фотография, которая пошла на обложку. Это один из моих самых удачных автопортретов. Сам себя снял. Когда была первая экспедиция вот по Нижней Тунгуске, но любая, было много вообще путешествий в одиночку, таких автономных экспедиций, и всегда существует некоторый психологический порог. И как-то с ним надо бороться. Вот в этой экспедиции на Нижний Тунгусский я этот психологический порог победил тем, что обрел себя наголо и таким образом как бы отрезал себе путь назад. Мне оставалось только идти вперед. Вот эти 2625 километров. Таким образом я и прошел. Вот здесь я демонстрирую, как я поднимался вверх по рекам во второй экспедиции. Там больше 200 километров только вверх пришлось подниматься. Это очень тяжелый труд. Я сам себя снял. Тут надо еще было поставить штатив, на автоспуск нажать, набежать, схватить веревку и изобразить. У меня было около 100 килограмм груза. Это только часть, вы видите. Я переносил все это частями. Там было 2 Волога, где надо было на себе все таскать, а не в байдарке перетаскивать. Итак, река Ленек, получается, это путеводная нить, которая впервые привела меня именно в Якутию. И вот после 2000 года я долго не был на этой реке, но в определенный период моей жизни формат моих путешествий изменился. Я стал не просто путешественником-одиночкой, я стал организатором путешествий. И в 2018 году я еще раз все-таки побывал на этой реке, но уже с группой. И вот здесь фотографии 2018 года, они очень свежие. Там была большая группа, 12 человек, и я просто, ни одного фотографа, мне это позволило сделать такой формат, что люди были не против. Я устраивал дневки в хороших местах, снимал, а они снимали своими делами, рыбалкой там и так далее. Очень красивая река. Естественно, фотографами она не отснята профессиональными. Вот сейчас я готовлю экспедицию зимой туда. Видите, формы какие интересные. Она интересна именно вот такими береговыми скалами. Они напоминают ленские столбы, но немножко другая форма, потому что на ленских столбах это известняки, а здесь вергиля, то есть с большим количеством глинистых примесей. Безумные такие формы, очень интересные. Да, ну вот это оленек, который был первым. Это, можно сказать, первая моя любовь из якутских рек. Но теперь уже такая взрослая любовь, это Индигирка. Очень красивая река. И вот видите, там красненьким исток и устье. Здесь более крупная карта. Многие маршруты моих экспедиций, они были связаны именно с Индигиркой в разные годы. Вот здесь, например, самое историческое место Индигирки. Здесь был когда-то городок Зашиверск. Это первый острог, который здесь построили казаки, когда Российская империя двигалась на северо-восток, осваивала эти территории. В 18 веке этот городок вымер от оспы, и потом о нем забыли. Все заросло тайгой. Однажды люди летели на вертолете и увидели, что там деревянная церковь. И ее потом оттуда вывезли. И сейчас она стоит, она восстановлена, стоит в Новосибирском академгородке, а вместо нее поставили вот эту часовенку. Это одно из моих любимых мест на Индигирке, устье Чебогалака. Теперь я сюда привожу фотографов. Здесь очень удачно горы Порожного хребта на дальнем плане. Еще одно интересное место рядом с Нерой – это
такие гранитные останцы. Это не достаточно распространенный тип ландшафта в Якутии и на северо-востоке. Даже есть якутское название киселяхи, или так кигелях, правильно сказать. Киге — это человек, человекоподобный, то есть. К этому ландшафту мы еще вернемся в самом конце. Это место называется Подкова, уже в Момских горах, где Дигирка проходит, Момские горы, река, притока Дигирки, река Яли. Вот за этой идиллической картинкой стоит на самом деле большая история. Да, ручеек называется Мальжога-Идох, а сама Дигирка, она вот под теми скалами протекает. Это снимок 2013 года, когда на Индигирке случилось большое наводнение, плюс 8 метров, в поселке все плавали на лодках. А мы в это время оказались как раз в самом сложном месте этой Индигирки, втроем на катамаране небольшом, там, где очень сложные пороги. И на входе в эту так называемую Индигирскую трубу мы встали на косе, и вода начала подниматься, и через некоторое время мы оказались на острове. Было понятно, что надо спасаться. Мы прыгнули на катамаран и поплыли в поисках берега, где можно было выйти и нормально переждать вот эту первую волну паводка. Рядом с нами выпрыгивали огромные стволы деревьев, которые грозили нас перевернуть. Но через пару часов мы нашли место, где можно было выйти на берег. Это вот как раз вот этот ручеек Мальжога-Идох. Мы 2 дня ждали, когда эта первая волна схлынет. И, в общем, сняли там, место оказалось, чтобы там уже красиво, мы время зря не потратили, было много красивых съемки. Здесь Индигирка готова выйти из гор хребта Черского, тут остался последний оплот, Чемалгинский хребет, так называемый. А в 2017 году, когда я привез туда группу фотографов, нам сильно повезло. Весна была поздняя, вот это, например, 10 июня. И на устье моего любимого Чебогалаха оказалась целая такая большая наледь, и горы были в снегу, и мы получили очень много красивых картинок. Вот видите, горы еще в снегу здесь. И были интересные туманы такие. В общем, 2017 год был самым урожайным на Индигирке по фотосъемке. Вот точечка красная, как раз мое любимое устье Чебогалаха. Кстати, это слово Чебогалах запомните, оно еще будет фигурировать. Чебага — это полевой площадь по-якутски. Так, речка Сиине, или Синяя, это приток, еще одно чудо природы. Это приток реки Лена, левый приток реки Лена. Вот здесь кусочек, который обычно люди проходят, чтобы увидеть вот эти чудеса. Синяя впадает чуть выше Ленских столбов, и после того, как вы пройдете по Синей и увидите все это чудо ландшафтное, и потом придете на Ленские столбы вас уже не впечатлят. Ленские столбы — это вообще такой бренд Якутии, и когда говоришь о Якутии, вот единственное, что и упоминают, это Ленские столбы. На самом деле в Якутии очень много других чудес. Ну вот видите, а вот вся река такая, то левый, то правый берег, он вот такой вот, скалистый. Река довольно простая, но попасть туда там надо ехать целый день на вездеходе. А сплавляться по ней легко, можно даже с семьей. Река Лена — это, естественно, река, которую никак не обойти, когда рассказываешь о Якутии. Одна из крупнейших рек не только России, но и всего мира. И она тоже олицетворяет Якутию. Вот как раз единственная фотография, которая вошла в альбом, это вот с Ленскими столбами, это вот это. Но на самом деле река Лена при всем своем большом масштабе, она в ландшафтном плане очень интересна, и интересна не только вот этим брендом своими Ленскими столбами. Здесь полно других мест, которые практически неизвестны, не отсняты фотографами, но их очень много, и много красивых, и там есть что поснимать. Вот это место, например, называется 40 островов, где русло реки расходится на 30 километров от левого и от правого берега, но это не единым руслом, конечно, с протоками и островами, хотя и называется 40 островов, там, конечно, их никто толком не посчитает.
А вот в нижней части, наоборот, река сужается, потому что ее стискивают справа отроги Верхоянского хребта, а слева кряжи Чекановского. И здесь тоже так называемое место называется Ленская труба. Вот в одном из путешествий мы прошли эту Лену от Якутска до моря Лаптевых, потом по морю Лаптевых вот на этом судне парусно-моторном тримаране. А так вообще у меня было 2 экспедиции по реке Лена, таких тоже длительных. Это уже тоже низовье Лены. Последние островки леса, дальше только тундра. И вот это место совершенно невозможно обойти вниманием. Это место называется остров Столб. Здесь река из одного качества переходит в другое. Отсюда начинается гигантская Ленская дельта, а дальше уже море Лаптевых. И вот этот островок, он стоит как раз на том месте, откуда вот эта дельта расходится на много-много протоков. Есть и такие интересные ландшафты в Якутии, вот на берегах Лены. У них даже есть свое местное название Тукуланы. Это такие дюны, самые настоящие песчаные дюны. Но по большей части они распространены не на берегах Лены, а на Вилюе. Якутия — это не только реки, озера, горы, и тундра, тайга и прочее, но и обширное арктическое побережье. Здесь 2 моря омывают берега, море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. И вот как раз на том парусно-моторном тримаране здесь было одно из моих путешествий. Мы вышли из Лены по Ленёвской протоке и потом двигались по морю Лаптевых на запад, заходя на некоторые острова. Я пейзажный фотограф, но в этой экспедиции мне было очевидно, что с пейзажами там не очень все хорошо, зато с животным миром очень интересно. И здесь я переквалифицировался в анималиста, даже купил специальный объектив длиннофокусный, чтобы снимать животных. Вот это, например, остров Большой Бегичев, туда мы тоже заходили. А это остров Преображения. Маленький кусочек суши посреди холодного моря Лаптевых, 7 километров в длину, 2 в ширину, 70 метров высотой, но переполненный жизнью. Там большое лежбище моржей. Одна сторона острова пологая, и там в свое время была полярная станция, она и сейчас там существует, но была разрушена, она уже не действующая, и людей там нет. А другой берег этого острова, это отвесная стена, она тоже переполнена жизнью. Там огромный птичий базар, по нашим подсчетам, где-то около 1 миллиона птиц. В основном кайры, но немножко были чайки. Овцы-бык, естественно, это реинтродуцированный вид. В ледниковый период они исчезли. Остались только там в Канаде, Аляске, и потом их сюда привезли на нашей территории. Они удачно прижились, и сейчас довольно хорошо распространяются, размножаются по нашим этим арктическим территориям. Белый медведь, естественно, тоже без него никак не представить эти арктические территории. Этот писец, я думаю, впервые видит человека, он совершенно не понимает, бояться ему или не надо. И горностая. Горностай, конечно, такой зверек интересный, он может за тобой часами бегать, как собачка, наблюдать. Но снять его нелегко, он совершенно не сидит на месте, вот так вот постоянно мельтешит, и хороший кадр получить непросто. Следующая глава — озеро Лабынкыр, легендарное озеро Лабынкыр. Это якутский Лох-Несс. Здесь тоже легенды аналогичные, только там его чаще называют лабынкырским чертом. Эта тема муссировалась в свое время очень активно, и даже «Вокруг света» была статья.
В общем, геолог Твердохлебов там что-то такое увидел в 50-х годах. Вот, оно показано, где на карте находится. Здесь более подробно. В 2010 году у меня было задание от администрации Абиконского улуса, и меня туда забросили, на этих лошадях туда завезли. И я 1,5 месяца там в одиночестве проводил фотосъемки, чтобы потом материалы пошли в альбом по Абиконскому улусу, фотоальбом. Вот. И 1,5 месяца от берега к берегу на байдарке все это озеро избороздил, и никакое чудовище там меня не съело почему-то, даже было обидно. Здесь я тоже 35 дней был в полном одиночестве от и до. Хотя там 1,5 месяца была экспедиция, но из них 35 дней подряд я был один. В северной части озера не очень красивая, вот, а в южной, да, в южной там уже подступают горы Сунтар-Хаята. Туда я часто тоже нырял. Вот. Но в северной был домик. И туда я частенько приходил, тут банька, можно было помыться и посмотреть, а не приехал ли кто-то. Потому что мой спутниковый телефон здесь не работал, и мне нужно было сообщить людям, что со мной все в порядке. Вот. И в цивилизации уже начались некоторые волнения, почему я не выхожу на связь. Ну, к счастью, у меня очень умная жена, она сказала: да, ребята, не переживайте, это просто что-то с телефоном. Это был август и начало сентября, осень, золотая осень, очень самое красивое время года. Моя любимая ягельная полянка, в которую я частенько выходил, чтобы сделать какие-то сюжеты. Здесь много таких островков, полуостровков, и я не исключаю, что геологу Твердохлебову в этих 50-х годах что-то почудилось. Возможно, что для этого были еще какие-то основания в виде каких-то состояний. В начале сентября здесь уже горки покрылись снегом. Но я не только само озеро затронул в этой экспедиции. У меня был поход, который занял 10 дней в истоке реки Лыбенкер. Я потратил на это 10 дней, 50 километров ходил в истоки. И по пути вот такие вот интересные состояния мне попадались. Улахан-Тарын. Следующая глава Улахан-Тарын. Ну вот вы видели сейчас на предыдущем кадре такое наледь, это наледь. Вот сейчас про наледь более подробно, что это такое вообще. А Улахан-Тарын, Улахан это большой с якутского языка, а Тарын это наледь. Наледи это не ледники, это совершенно другое явление. Не то, что ледники в горах, это совершенно другое явление. Оно, ну вот это место Улахан-Тарын, точечка. Вот здесь более на подробной карте. Это явление такое природное, очень интересное, оно существует только в зонах, где распространена вечная мерзлота. И у меня сейчас времени нет вам рассказать о природе этого явления, но просто, так скажем, для понимания, вот, допустим, зимой идете вы в ледовое поле, огромное ледовое поле, минус 50, а сверху сочится вода. А летом наоборот, плюс 30, а лед не тает. Вот. Очень фотогеничное это вообще природное явление. Но вот этот Улахан-Тарын, большая Момская наледь, их немало, их очень много, и практически на каждой реке есть. Но Улахан-Тарын интересен тем, что он интересен своими масштабами. Эти ледовые поля протягиваются на 26 километров в длину и на 10 в ширину. Крупнейший наледь мира. В 2012 году я впервые сюда попал, целый месяц тут болтался, снимал, и потом не единожды там бывал, и теперь туда уже привожу фотографов, чтобы они тоже поснимали.
Большой Момской наледи. Вот она в апреле так выглядит. Ну, это кусочек, конечно. Это сплошное ледовое поле, а летом это островки. Перейдем к горам. Горы Султар-Хаята, они как раз к северу, это, вернее, как раз юго-восточная часть Якутии. Здесь этот хребет протягивается из Якутии и на территорию Хабаровского края выходит. Вот он так расположен. В 2005 году у меня была экспедиция вдвоем, тоже такая же автономная, очень сложная. Мы месяц тащили груз 180 килограмм на двоих, чтобы подняться в горах этого хребта, пересечь горы и спуститься в Юдуму, чтобы потом выйти в населенный пункт. Вот несколько кадров из этой экспедиции. У меня был один напарник, 2 месяца мы шли. Маршрут весь занял 2 месяца. Как раз на перевале. Как-то неуверенно работает у меня этот кликер. Вот на этом катамаране. Его надо было сначала затащить, перетащить через хребет, и потом только уже можно было его собрать и на нем выйти к людям. Если лопнет. Всего 2 встречи было с людьми на маршруте, это оленеводы по ту сторону хребта и по эту сторону хребта, и венские оленеводы. Здесь еще на пленку снято, поэтому видите, как тут все, цвета такие насыщенные. Вот по этой реке вверх мы шли, это река Султар называется. Здесь тоже наледь есть, как видите. Это 2005 год. Но потом в своей свежей, новейшей истории я еще раз побывал в 2017 году. Тоже был небольшой маршрут, где я мог поснимать уже современной аппаратурой. Здесь тоже есть наледи. Вот видите, как там и тоннели пропиливают эти ручейки. И сама наледь вот она отсюда видна. Момский хребет. Момский хребет он лежит к северу от того самого Улахан-Нарын, большой Момской наледи. Совершенно, вот видите на карте, совершенно дикие горы. Нет никого там из людей. Только снежного барана можно встретить, но и других животных. Очень интересный ландшафт. Я туда ходил с инспекторами Момского природного парка на лошадях. Там, вот, и это 12-й год. С тех пор я сильно подружился с этим парком, с администрацией. Теперь они мне очень сильно помогают, когда я привожу туда группы. Зимой дорог там нет, но зимой вот есть зимник, по которому можно, в принципе, выехать с поселка Хану на Колымскую трассу. Хребет Черского – это одна из самых крупных глав моей книги. Доброе утро, посетители общероссийского фестиваля «Первозданная Россия». Ну вот на карте, где это находится. Вот посмотрите, сравните с Кавказом. По территории горы хребта Черского занимают примерно ту же самую площадь, но на географическую карту хребет Черского нанесен только лишь в 1927 году. То есть, сами понимаете, это один из последних географических объектов такого масштаба, который был нанесен на географическую карту мира. Эта честь принадлежит Сергею Обручеву. Многие маршруты моих экспедиций были связаны с... как-то пересекались с его маршрутами. Вот. Я там был много раз, и многие маршруты были именно
связано с этими горами. Вот это, например, озеро Дарпир, 2009 год. Оно находится на границе с Магаданской областью. В Магаданской области у меня было задание от золотодобывающей компании. Я там проводил съемку, тоже 2 месяца один болтался в этих краях, чтобы потом издать фотоальбом. Но частично зашел все-таки на территорию Якутии, чтобы посмотреть и отснять вот это озеро Дарпир. Когда ты в полном одиночестве находишься в таких местах, то совершенно по-другому воспринимаешь окружающую среду, и результат фотографический тоже совершенно другой. Ты в этих состояниях все время находишься. Я называю якутские ананасы фотографии. Когда солнце начинает подниматься из-за гор, то туманы начинают двигаться, и такие формы очень интересные возникают. Вот это место на карте. Еще один маршрут в этих горах, это речка называется Кюйлях-Мустах. Это приток Антигирки, горы Порожного хребта, которые входят в эту систему хребта Черского. Так, что-то мы там подскочили. Вот такие интересные состояния. Это когда пасмурный день, но остается узкая щель, где солнце садится, то возникают такие очень яркие эффекты. Если небо чистое и солнце просто садится, вы такое никогда не увидите. Только в пасмурную погоду вот такое возможно. Вот это место. Озеро Сагарымни. Тоже одно из моих достижений. Здесь, я думаю, до меня не было ни одного фотографа, лет через 100, может быть, кто-нибудь появится, там, не то сомневаюсь. Расстояние от Антигирки до него всего лишь километров 20. Но там такая местность, что мы потратили 8 дней на маршрут туда и обратно, и только 1 день здесь были на этом озере. Погоды не было вообще все эти 8 дней, но духи местные поняли нас правильно и включили буквально там на час вот такие удивительные состояния. Вот это место на карте. Но самая большая экспедиция в город Черского у меня была в 2013 году. Тот самый 13-й год, когда и на Антигирке наводнение было и так далее. Там вообще длинная экспедиция была, 101 день. Вот. И завершающая часть была как раз в горах Черского. Мы 6 дней шли на лошадях в эти горы. В истоке как раз того самого Чебугалаха, где находится озеро Тобандя. Фотографов здесь, конечно, не бывает. Но зато здесь есть оленеводы, и в этом стаде, как они называют, прожили 3 недели, кочевали вместе с этими оленеводами и снимали самые интересные места. Я тут несколько сценок просто из нашего быта, так сказать. Вся жизнь этих оленеводов вокруг мяса, конечно. Нет, ему ничего не угрожает, ему просто отрежут рога. Рога они потом сдают. Конец августа, уже здесь такие состояния предзимние были. Мы несколько раз переходили с места на место, меняли свои стоянки. Вот, кстати, наша команда там и урожай рогов. Где-то 8 столетий мы лишили рогов. Такие интересные ландшафты там встречаются, совершенно которые не вяжутся с такой северной заполярной местностью, песчаные такие пляжи. Вода там безумного цвета, как изумруд.
Но самое интересное место было здесь, вот на реке Кинелебит. Здесь у нас за моей спиной здесь как раз наша стоянка и очень удобное место, один из самых лучших ракурсов. Можно было пить чай спокойно у костра и дожидаться каких-то моментов, подходить к штативу, нажимать на кнопку и дальше идти чай пить. Осень, конечно, там безумной красоты. Вот как раз здесь это вот наш лагерь. Там была такая очень интересная история, как мы оттуда выбирались, но это я сейчас уже не буду, потому что длинно. Но выходили мы вот по такому. Это 10 сентября. Еще несколько сценок из жизни с этими оленеводами. Вот на перевале уже на обратном пути было вот так. Вот верхняя точечка, это как мы вышли с поселка в этот маршрут, и нижняя это там как раз верховье Чепогалаха. Самая главная глава моей книги — это гранитные города Улан-Хансис. Я много лет потратил на то, чтобы найти на планете Земля что-то такое, какой-то удивительный ландшафт, который достоин встать в один ряд с мировыми ландшафтными шедеврами, но такой, о котором никто не знает. Такой, который еще никто не представил миру, никак не визуализирован и так далее. И я его нашел. Вот, видите, треугольничек нарисован. История началась вот с этих фотографий. Это не моя фотография. И это не моя. И это не моя. И это место называется Сундурунские Кикуры. Эти фотографии снял Александр Кривошапкин, биолог из Якутска, прямо через иллюминатор самолета, когда они пролетали над этой тундрой с целью авиаучета популяции дикого северного оленя. И здесь еще никто не был из фотографов. До сих пор. Я сделаю это, но пока я там не был. Но история другая. Просто сюда очень трудно попасть, сюда вертолетом. Но изучая карты и так далее, я вдруг понял, что, ну вот видите, красная точечка, это как раз Сундурунские Кикуры. Но я, изучая карты, вдруг понял, что вот там, где вот эта нижняя красная точечка, возможно, находится что-то аналогичное. А это аналогичное, это место находится всего лишь в 30 километрах от Индигирки. Если по Индигирке проплыть там какое-то необходимое количество километров, то останется только лишь 30 километров дойти пешком до этого места и посмотреть, что там. Пойти туда, не зная куда, найти то, не зная что. В поиске каких-либо фотографий отсюда, какой-либо информации отсюда не привели ни к чему. И в 2016 году я организовал туда экспедицию, со мной был всего один человек. Вот верхняя это Сундурунские Кикуры, красная точка, нижняя это нечто другое, что я ожидал там найти. История складывалась так. Вот номер 2 это поселок Белая гора. Если туда прилететь, то нужно всего лишь 200 километров проплыть по реке и выйти в точке 3, где находится закрытый уже поселок Похвальный, геологически закрытый поселок Похвальный. Вот, и оттуда пройти 30 километров. Но в 2016 году у меня так сложилось, что я в это время, что у меня в начале лета был фототур, где точка номер 1, поселок Хану, вот как раз Индигирка, Большая Имомская наледь. Вот, и не было никакого смысла возвращаться в Якутск, потом лететь в Белую гору, и мы решили, что со своим напарником, что пусть он ко мне прилетает, когда я эту группу отпущу, и мы эти 600 километров на катамаране пройдем до точки 3. Мы так и сделали, у нас на это ушло
10 дней. И потом пошли туда, не зная куда, чтобы найти то, не зная что. И сами были в шоке от того, что там нашли. Так вот, карта 2-километрового масштаба, которая меня навела на мысль, что там что-то есть, нечто подобное. Ну вот, сейчас я пролистаю несколько фотографий. То чудо ландшафтное, которое мы там обнаружили. 21 век, о таком удивительном ландшафте мир не знает. Я обнаружил там 10 таких удивительных останцовых ландшафтов, останцовых комплексов, каждому из которых я дал название. Я их назвал гранитные города Аллах-Ансис, составил схему. Вот это, например, у меня Байконур называется, и Гагарин стоит. Наверное, просто батарейки тут не очень. Вот это Воевода. Это камертон. Ну, там не надо особых фантазий, чтобы придумать название всем этим станцам. Тот же самый Воевода. Уже потом, вернувшись домой, я нашел спутниковые снимки этого места, и вот оказывается, вот так они из космоса выглядят. Там был один из... Когда впервые мы поднялись на преобладающую вершину, 588 метров, я оттуда увидел один из городов, который был, у него формы были такие стерзанные, исковерканные, и я тут же сказал, это Мордор будет называться. Вот. И я оттуда еще увидел, что там на входе стоит такая прям иголочка, столец такой тонкий, как игла. А когда мы туда пришли, я понял, что это игла, не просто игла, он стоит как бы на входе в этот город, а сверху у него дырка, через которую можно вот солнце снять. Это око Саурона на входе в Мордор. Но это уже кадр 17-го года. Этот городок называется у меня городок эльфов, потому что он в лесу. И тот же самый Гагарин. Ну, вы, наверное, слышали, есть Мань-Пупунер на Северном Урале. Там 7 станцов стоит. Вот один из городов, здесь тоже 7 станцов стоят отдельных, таких отдельно стоящих, и я тоже его назвал Мань-Пупунер местный. Но уже вот во второй экспедиции вот в 2017 году мне стало понятно, что лето не очень хорошее время для фотографа. Это Заполярье, глубокое Заполярье, когда нет ночи, нет закатов и рассветов, нет режимного времени. Но единственное, что спасали туманы. Вот. И уже тогда я понимал, что нужно организовать зимнюю экспедицию. Но края очень суровые, и я понимал, что это будет очень сложно сделать. В 2018 году ситуация дозрела, я собрал группу, и мы отправились. Но вы понимаете, что Якутия — это полюс холода, зима там 50-60. Поэтому я решил пройти как бы по краешку, приехать в самом конце зимы, в конце марта, когда еще зима есть, когда еще ночь есть, чтобы снять это все с северным сиянием. Но морозов уже таких нет. И мне получилось сделать вот эту безумную архитектуру, снять с северным сиянием. Но не только северное сияние здесь интересно в зимнее время, а именно вот этот кружак так называемый, когда
а скалы обрастают вот этой вот снежной шкурой. Вот тот самый мой Байконур. И те самые мои капунеры. В этой апрельской экспедиции 2018 года в ней было сосредоточено очень много всего. 3 задачи стояло. Во-первых, снять это в зимнее время, получить такие уникальные съемки. Во-вторых, к этому времени наш National Geographic уже готов был опубликовать мою статью, но когда они узнали, что я еще собираюсь зимой, сказали, мы тогда подождем, и то есть я должен был привести эти материалы для National Geographic. Но была 3-я задача. В 2016 году, когда впервые мир увидел мои фотографии отсюда, заинтересовались, резонанс был серьезный. Заинтересовались не только фотографы и путешественники, а заинтересовались еще скалолазы, клаймеры мировые. И из разных стран мне писали письма и спрашивали, как организовать сюда экспедицию. И к 2018 году одна из звезд мирового скалолазания, Киллиан Фишкубер из Австрии, уже был готов к конкретным каким-то действиям. И в экспедиции вот этой зимней у меня стояла задача еще сделать заброску туда, завести туда продукты, чтобы потом нам летом не тащить 30 километров вот это все на себе. Иначе просто мы не смогли бы сделать эту экспедицию. В общем, все эти 3 задачи мне удалось решить. Вот это я называю Гауди Абыйского улуса. Вот эту фотографию, очень характерные такие останцы. Ну, формы вы видите. И сейчас уже вообще зреет ситуация, что каждый уважающий себя пейзажный фотограф будет считать своим долгом сюда попасть. Сейчас в конце марта я готовлю международную туда экспедицию фотографов. Уже достаточно большая группа собралась. Несмотря на то, что туда все стоит очень дорого. Очень. В первой экспедиции мы жили вот в этой палатке, там, правда, печка была, вот, но нас от внешней среды защищала только тоненькая тряпочка вот эта. Сейчас я заинтересовал местных жителей, мы внизу, там, в час езды вот от этого места на снегоходе построили уже базу теплую, с баней. Все уже, тот уровень экстрима уже снят. Ну, видите, зимой все гораздо интереснее для фото. Да, я им сказал, что можно расслабиться, может без рюкзаков, туда с чемоданами. Они так и сделали. Вот, и летом все получилось. Я привез сюда большую группу, 3 скалолаза, там продюсер всего этого мероприятия, 1 фотограф и 2 видеооператора. Австрийцы, немцы, американцы. И наша русская девочка скалолазка была, Галя. Вот она как раз на кадре. Прошли 12 уникальных маршрутов. Эти люди первые, кто поднялся на эти останцы, и пока последователей нет. Вот буквально месяц назад был это Роберт Леснер из Дрездена, был буквально месяц назад у него в гостях, у него огромный зал для подготовки скалолазов в Дрездене. Это, конечно, все там, все убрано. Вот это один из самых сложных его маршрутов. Когда он туда поднялся, спустился, я говорю, Роберт, ты имеешь право назвать этот останец. У меня его нет пока для него названия, давай он будет называться Роберт Рокс. Но он засмущался, говорит, нет, как-то это мне не нравится. Показывает мне бутылку водки. Говорит, что там написано? Я говорю, Дархан. А что такое Дархан? Ну, я говорю, это по-якутски, якутский босс. О, все, будет Дархан. Вот это теперь скала называется Дархан. И это как раз Киллиан Фишкубер, австрийская звезда. Под него-то, в общем-то, Red Bull и выделил деньги. Red Bull спонсировал эту экспедицию.
Особенно я волновался, когда Киллиан полез на Гагарина. Но все получилось. Ну, это мой флаг. Он теперь везде фигурирует во всех экспедициях. Вся наша команда. Когда на небе беспорядок называется эта фотография. Это вот единственная фотография из этой экспедиции, которая вошла в этот альбом. Ну и там логистика такая дорогая и сложная, что я решил, что я отведу эту группу и приму какую-то еще одну группу. И да, она насобиралась, 4 человека, уже просто наших русских туристов. Сразу после этих скалолазов я там принял в 2018 году. Девочка Лариса, которую я прошу, она просила ее привезти туда платье красное, чтобы ее там использовать в пейзаже. Это платье теперь там живет. У меня там 2 бочки, в которых я храню все. И каждая следующая модель, которая туда приедет, ей будет что надеть. Вот сейчас я готовлю новую зимнюю экспедицию, а это еще вторая уже зимняя экспедиция прошлого года. Просто несколько кадров оттуда. Листаем. Тот же самый Гауди. Долго мы не могли получить северное сияние, но одна ночь была просто убойная. Минус 30 градусов. Но там это минус 30, я в тонких перчатках снимал и чувствовал себя комфортно. Совершенно другие минус 30, не то, что здесь. Еще повезло то, что была луна, она была чуть меньше половины, то есть света было как раз, чтобы не забить северное сияние, но зато подсветить передний план. Ну, оно было такое мощное северное сияние, что вот этот сполох, ну обычно как, оно же в северном секторе, а тут вот даже некоторые сполохи уходили на юг. Так, вот тут у меня есть пару коротких видеороликов. Ну, тут буквально минутный ролик. Это, вообще фильм сняли и до сих пор его еще не показали. Он будет 15-минутный, а здесь просто короткий ролик. В ноябре еду туда на фестиваль горных фильмов, и я надеюсь, этот фильм все-таки покажут. И я заканчиваю, просто сейчас включим еще одно видео, и я, в общем, все. Это небольшой ролик из первой апрельской экспедиции. На этом я со сцены ухожу и готов ответить на ваши вопросы уже там где-то кулуарно.
Если хотите купить книгу, вот там.